Инту с рабочим визитом посетили начальник управления по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Коми Виктор Шевцов и депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Представители региональной власти побывали в учреждениях культуры, спорта и образования. Главная цель визита – контроль реализации проектов «Народный бюджет» и наказы избирателей. Напомним, проект «Народный бюджет» инициирован главой Коми еще в 2016 году. Инта принимает в нем активное участие. В этом году республиканский отбор прошли несколько проектов. В Центральной библиотеке будут заменены старые окна. На проведение ремонтных работ учреждению культуры из региональной казны выделяется 1 миллион рублей. Мы наконец-то выиграли в народном бюджете, и мы сделаем в 2025 году, наконец, окна нашей центральной библиотеки. С 1992 года, как открылось учреждение здесь, в этом здании, то окна с этого момента так они и есть. Они уже старые, деревянные, соответственно, уже и морально, и физически они устарели. Вот хотелось нам, конечно, обновить. Плюс к тому мы стараемся стать модельной библиотекой, а для этого нужно все-таки капитальный ремонт провести. Вот мы в разных местах пытаемся, где чего можно, так сказать, выиграть. Вот окна здесь, может быть, еще где-то мы на ремонт что-то где-то попытаемся выиграть, а народ нас во всем поддерживает, и читательское сообщество, и все посетители, конечно, поддержали нашу инициативу. Наверное, благодаря этому мы и выиграли. Сумма – это 1 миллион рублей в народный бюджет, и софинансирование 142 тысячи – это местный бюджет, ну и, соответственно, наши посетители готовы тоже были скинуться своими деньгами. Вот. Реализовано будет полностью окна в пристроенной части помещения. Это то, где находятся посетители. Ну а остальное посмотрим, может быть, там еще хватит денег. Да, рабочая поездка, связанная с подготовкой по прохождению обсуждения народного бюджета уже на следующий период. Но мы в рамках этой поездки сейчас в библиотеке, уже были в детском садике «Рябинушка», где, вы помните, тоже народный бюджет подтвердил выделение средств на проект «Теплые окна здоровья детей». Вот. Конечно, это очень хорошее направление, которое помогает реализовывать инициативу населения на то, чтобы делать лучше. Помещение большое, помещение, да, вот ему уже больше 35 лет, и, конечно, есть куда приложить руки. Первый шаг будет сделан в этом году. Планируется заменить 22 окна. Будем считать деньги, на что хватит, может быть, получится чуть-чуть больше. А в дальнейшем, безусловно, надо выходить, и я планирую участвовать в этом самым активным образом, выходить на модельную библиотеку. Маленькую библиотеку легче сделать модельной. У нас в Печоре, в Луговом, маленькая библиотека. Мы там заменили 3 окна, и республика выделила деньги на то, чтобы сделать модельные. И там сейчас стоит большой плазменный телевизор, там дети ходят со всего поселка смотреть телевизор, и там по-другому все задышало. В большом помещении это сделать сложнее, это требует больше средств. Но надеюсь, что совместными усилиями руководства объекта культуры, городской администрации и Министерства культуры мы все равно этого добьемся. Библиотека – это не просто место для чтения. Учреждение уже давно стало настоящим досуговым центром, которое пользуется большой популярностью у горожан. Здесь проводится огромное количество различных мероприятий, выставок, творческих вечеров, концертных и тематических программ. Помещение хорошее. Есть место, здесь и выставки, здесь и различные мероприятия проводятся, конференции, там, Коми народа. Да, все конференция у нас как раз была здесь. Да. Да, у нас много крупных мероприятий. У нас и движение первых тоже проводили свои мероприятия, с ними мы тоже плотно общаемся. Вот очень жаль, надо, конечно, много вложить на это, да, потому что вентиляция уже все, окна понятно, все старое. Вот они поддерживают, конечно, вроде с виду все красиво, все замечательно, конечно. Сколько, 35 лет в библиотеке? Ну, она, наверное, с постройки не ремонтировалась, в принципе. Нет. Да.
У нас уже в Республике Коми с 2016 года реализуется такой проект, он стал брендом. Почему? Потому что он поддержан, прежде всего, самими жителями и, естественно, направлен на то, чтобы максимально найти возможность реализовать небольшие, маленькие проекты. И их 12 направлений, в том числе, вот как сегодня мы находимся в Центральной библиотеке. Это не просто Центральная библиотека, это действительно место притяжения жителей Инты. И, естественно, когда принимали участие коллектив, мы рассматривали социальную значимость объекта. Не просто взять, совершенствовать, там, поменять. Для этого есть отрасль, культура, где есть. Но значимость того, что сегодня на базе библиотеки собираются разные категории жителей, и это действительно место социальное притяжение, и, конечно, нельзя было обойти. И мы старались максимально посмотреть, как этот проект выглядит, и эксперт, который принимает участие вот в обсуждении этого проекта по линии Министерства культуры, у нас администрация главы нашего управления по местному управлению, мы пришли к выводу, что действительно активность жителей при обсуждении, даже на собрании самой Инты, личное участие, она позволит действительно претендовать на то, чтобы хотя бы небольшую часть выделить народного бюджета для того, чтобы поправить и улучшить место, где интийцы ждут, для того, чтобы могли здесь собираться и решать свои собственные проблемы. Вот главная цель – это прежде всего вот то, что поддерживать те инициативы, которые сегодня есть. Это как бы сближает и власть между жителями, и происходит как бы вот действительно оценка всего. Ведь все вопросы решить нельзя. Как я всегда говорю, это КВН не может решить все проблемы, так и народный бюджет. Но прислушиваться к жителям, наверное, это главная задача. В сфере физической культуры и спорта в этом году конкурсная комиссия одобрила народную инициативу, разработанную коллективом и посетителями спортивной школы «Юность». В здании по адресу улица Лунина, дом 7, будет заменено более 30 дверей. В 2025 году планируется на средства, которые выделяются из республиканского бюджета, это 1,5 миллиона, средства местного бюджета 167 тысяч. Кроме того, сам проект «Народный бюджет» предусматривает вклад граждан, он тоже будет на этот проект. Так вот, на эту общую сумму во Дворце спорта «Юность» будет произведена замена порядка 35 дверей на первом, втором этаже, замена в административных помещениях раздевалок, чтобы всем занимающимся было приятно и удобно, комфортно заниматься в нашей спортивной школе. Также в этом году по наказам избирателей спортучреждение сможет закупить необходимое оборудование для плавательных бассейнов. Напомним, несколько лет назад Госсовет Коми внес поправки в закон о статусе депутата, дав возможность жителям региона инициировать проекты с целью получения бюджетных средств на воплощение в жизнь самых актуальных из них. И интинцы, как всегда, проявляют активность. Поддержать удается. Другое дело, в каком объеме. Ну, на самом деле, вот за время с 2020 года по объектам спорткомплекса «Юность» отреставрирован зал бокса, оформленный зал самбо в школы. Там же для спортсменов, не в этом комплексе, но в 8-й школе, в 5-й школе тоже есть. Появились эти подразделения самбо. Сейчас для плавательного бассейна планируется замена разделительных дорожек по наказам, а по народному бюджету ремонт с заменой дверных блоков по всему внутреннему пространству. Конечно, хотелось бы больше. И вот мы сейчас находимся в зале пауэрлифтинга, и он тоже требует ремонта. Будем над этим работать. В ходе рабочего визита в Приполярье представители республиканской власти посетили спортивную школу «Интинская» в микрорайоне Западный. Это большой спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс. Тренажерные, атлетические и спортивные залы, плавательный бассейн, хоккейный корт, баня с сауной и лыжная база – все находится на одной территории. Работают многочисленные группы здоровья и спортивные секции для взрослых и детей. В этом году по проекту «Наказы избирателей» спортивная школа «Интинская» получит средства на покупку 15 комплектов хоккейной экипировки для юных хоккеистов. Стартовый состав, который будет принимать участие в соревнованиях, будет обеспечен комплектом, наверное, 15
полными комплектами спортивной формы для того, чтобы команда «Инты» могла выглядеть достойно. Эта работа на этом не должна закончиться. Я, когда посещал Сыктывкар Фетисов, Вячеслав Александрович обращался к нему с предложением, чтобы он посетил Ухту, дворец Капустина, и Инту, корт имени Виктора Жлуктова. Поэтому вот он сказал, что у него в планах это есть. Когда получится, человек чрезвычайно занятой, востребованный, необходимый. Но если он к нам приедет, то тогда мы тут развернемся. Хоккейная форма у нас приобреталась лет 5-6, если не больше назад. Не, 5 точно есть, наверное. И так как детей много занимается, и сами знаете, что она может приходить в негодность, где-то рваться, где-то ломаться, поэтому форма защитная для хоккеистов обязательно нужна, потому что это дети. У нас дети занимаются где-то с 5 лет и старшая возрастная группа. Для выезда детей, естественно, нам необходима защитная форма. Клюшки, коньки, шлемы, которые защита головы, плюс трусы спортивные, которые они необходимы, потому что есть невозможность, а то, что они выходят из строя, детки падают, рвутся, и это нам надо. Детей занимается в районе около 60 человек. И хочу сказать, что этот вид пользуется огромнейшим спросом. Мамочки и папочки приводят малышей, которые встают на коньки, сначала двигаются непонятно как, а потом и видишь, как они на глазах у тебя превращаются уже в хороших хоккеистов, уже выезжают на соревнования, уже показывают какие-то результаты. Выезжают у нас команды на соревнования, в принципе, каждый месяц, бывает и по 2 раза в месяц. То есть результаты где-то бывают хорошие, где-то бывают не очень, но это, естественно, спорт. В спорте всегда сегодня побеждаем, завтра мы проигрываем, поэтому это и есть спорт. Ну а в целом я хочу сказать, что хоккейный корт – это то помещение, где собираются и фигуристы, и хоккеисты, и все интинцы массового катания, которые любят лед. И он пользуется огромнейшим спросом, и для этого мы все-таки стараемся приобретать коньки, чтобы более-менее были на прокате. В общем, все, что от нас зависит, мы стараемся приобретать за средствами бюджета. И я очень благодарна, что в этом году по наказам избирателей к нам упадут деньги на защитную форму для наших юных хоккеистов. Хоккей считается одним из самых дорогих видов спорта. Все из-за комплекта экипировки, стоимость которого начинается от нескольких тысяч рублей. И по мере роста ребенка не реже, чем раз в год, большинство деталей экипировки приходится обновлять. Если взять, допустим, рассчитать на одного ребенка, где-то от 50 до 100 тысяч только на одного ребенка уходит форма, то есть полностью его одеть для того, чтобы играть в хоккей. Это очень дорого. Так как мы спортивная школа, мы стараемся приобретать, давать то, что есть. Но вы понимаете, что износ есть. Поэтому еще раз мы рады тому, что к нам прилетели деньги на защитную форму нашим деткам. И она будет очень востребована и будет использоваться детками по назначению. В этом году на проведение ремонтных работ и покупку необходимого оборудования спортшкола потратила более 1 миллиона рублей. За счет платных услуг, которые оказываются населению, сотрудники учреждения смогли приобрести новые электродвигатели для плавательного бассейна. Это своего рода сердце сложной системы циркуляции воды, ее очистки, фильтрации и нагрева. В большом спортивном зале установлено более 20 современных энергосберегающих светильников. В санузлах новые унитазы, в том числе предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена входная группа. Конкурсный отбор по проекту «Народный бюджет» в спортшколе Интинская пройти не удалось. Мы заходили в народный бюджет, но мы не прошли. У нас зал уже надо его краску снимать, потому что, видите, уже как будто ее надо снять полностью и содрать. Да, но в этом году зашпаклевать. Да, в этом году будем опять пробовать подавать с этим же проектом, будем опять выходить. У нас проект спортивный зал и плюс ремонт этой стены. Сейчас есть современные материалы, они такие хорошие. У нас и сметы есть, и уже госэкспертизу все прошло. Нам надо только зайти с этими работами на народный бюджет и,
отремонтируем спортивный зал. Будет вообще сказка. Мы выходим каждый год. У нас один год был проект, это приобретение крупного спортивного инвентаря для проведения мероприятий на улице. То есть очень массовое, большое, яркое, красочное. Но мы не прошли, ну ничего страшного. А в 2024 году мы выходили с проектом ремонт спортивного зала, потому что с 1993 года спортивный зал, и уже пол нужно полностью отциклевать и полностью уже нанести разметку и залакировать. У нас именно деревянный пол, не из каких-то там материалов, покрытий. У нас именно деревянный. Хотелось бы его сохранить в таком состоянии. И для того, чтобы сохранить этот пол, плюс нужно отремонтировать стену в зале. То есть мы выходим с этим проектом, выходили. Нам не повезло, но мы планируем в этом году опять также подать на 26 год, чтобы, может быть, нам улыбнется погода, там, я не знаю что, и мы получим эти деньги, вот именно попадем в народный бюджет с этим нашим проектом. А так, в целом, нам, сложновато, тяжеловато приходится, потому что мы из внебюджета поддерживаем весь тот ремонт, который есть. Сооружение находится в хорошем состоянии. Приобретаем инвентарь спортивный для того, чтобы люди приходили, занимались. То есть идем в ногу со временем, и то, что где-то новшество входит в Российской Федерации, мы сразу его применяем у себя. То есть люди идут, нас это радует, посетители есть, и учреждения пользуются большим спросом. И огромное спасибо я хочу сказать всем тем работникам, которые работают на данном учреждении. Это их заслуга, что посетители к нам идут. В этом году на реализацию народных проектов из республиканского бюджета выделяется более 7 миллионов рублей. К сожалению, не все инициативы активных граждан смогли пройти конкурсный отбор. Это не благотворительная организация «Народный бюджет», это конкурс проектов, где непосредственно предоставляются. И, естественно, каждому инициативной даже группе не всегда можно взять и написать проект. Для этого требуются определенные навыки, определенные знания. Одного желания в данной ситуации просто недостаточно. Поэтому мы с 2019 года при каждом муниципальном образовании создавать стали бюджетные комиссии. Это наиболее тот актив, который должен помогать. И в 2025 году мы также запланировали, у нас будет создана в Инте также бюджетная комиссия. У нас есть эксперты, которые будут приезжать сюда, и, соответственно, будем обучать и руководителей общественных организаций, руководителей бюджетных учреждений. Будем показывать, где наиболее выигрышные моменты, связанные не только с написанием проектов, но и с социальной значимостью. Как определить, свет нужен или бассейн, тротуар или открыть лавку в отдаленном населенном пункте. Поэтому я считаю, получение знаний, это наша обязанность максимально донести, чтобы, соответственно, люди могли и понимали, как нужно участвовать, какие есть основные критерии и над чем им необходимо будет работать. Региональные чиновники регулярно приезжают в Инту, и программа их рабочего визита всегда насыщенная. Представители республиканской власти внимательно следят за реализацией проектов «Народный бюджет» и исполнением наказов избирателей. В этом году при поддержке депутата Госсовета Коми Александра Попова в Инте должны быть выполнены 4 наказа на сумму почти 4,5 миллиона рублей. В перечень входит обустройство нового деревянного настила в поселке Абись, частичная замена окон в музыкальном отделении детской школы искусств, приобретение оборудования для плавательных бассейнов юности и хоккейной формы для воспитанников спортивной школы «Интинская». По народному бюджету будет реализовано 8 проектов в сферах образования, культуры, спорта, занятости населения, малого и среднего предпринимательства.